Татарские Олимпийские игры. Вот как правильно, Сабантуй или Собан-туе? Это не вопрос, это подстава, Айнур. То есть Оркан — это канат, а канат — это крыло. Икибидасу. Обожаю диалектизмы. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет, исянмсіз, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, я учу татарский. Исянмсіз, мин Римма, мин татарша иратан. И сегодня наша тема Сабантуй, и мы будем говорить про наш любимый праздник. Здорово, Сабантуй я могу сходу сказать, я знаю перевод этого слова. Сабан значит плуг, а туй это значит праздник, но мы чаще используем как свадьба. Вот, хотя вот у центральноазиатских народов есть прям той, это вот какое-то такое большое мероприятие, событие. У нас, мне кажется, у татар чисто свадьба. Вот, и у меня сразу вопрос тебе, Рима. Вот как правильно, Сабантуй или Собан-туе? Это не вопрос, это подстава, Айнур, потому что татары делятся на два типа, которые говорят Сабантуй и которые говорят Сабантуе. Альбетте, конечно же, правильно, прям изначально было Сабан-туе, то есть праздник плуга, пир плуга. Но когда-то это все сократили и начали уже слитно писать, говорить Сабантуй. Это как, например, когда мы соединяем слова, и они уже перестают иметь вот эти окончания принадлежности. Например, зонтик кул-шатар, наверное, это должно было бы называться кул-шатаре, то есть шатер для руки. А он у нас кул-шатар, аш-яулак, скатерть. То есть вот это вот плед, покрывало для, не знаю, там, для стола с едой. Но теперь мы его называем аш-яулак. Ну, я понял, по сути, везде, где есть два слова, там не доруханяся, а доруханя, типа не хастаханяся, а хастаханя и так далее. Да, и, наверное, правы и те, которые до сих пор настаивают на варианте Сабан-туе, и те, которые за вот это вот уже немного современный вариант Сабантуй. Рима, мин аңладым, рахмет. Вот интересно узнать, какие слова. Давай обозначим, что для тебя Сабантуй? Вот твои ассоциации. Что для тебя значит этот Сабантуй? Ну, помимо того, что показано в клипе Усалы Малси Мьюзик, Асина Зерме, Сабантуй, конечно, это в первую очередь для меня различные конкурсы, различные игры, это выступления на сцене. И лично для меня это отдельный блок, это с едой. Вот запах шашлыка, когда, знаешь, он ни с чем не перепутать, когда приезжаешь на Сабантуй, и там вот уже запах шашлыка разносится, где-то вдалеке уже поют татарские песни, вот эта атмосфера, вот, просто классная атмосфера. Я с детства бывал на Сабантуях, и прям вот люблю этот праздник. Но в первую очередь, наверное, конкурсы. Ну, шашлыки — это прям... Ты мне сейчас разблокировал такие там вспоминания детства, когда этот шашлычник твой родственник, там какой-нибудь Ферзя-Рабой, и он тебе бесплатно прям палку. Да, Сабантуй — это соревнования, это песни, это веселье и еда. И я всегда их воспринимала как какие-то татарские Олимпийские игры. Потому что, конечно, кроме еды и танцев, там в основном выясняют, кто самый сильный, кто самый ловкий, скоростной, на кого можно положиться, если надо быстренько донести куда-то весть, еще до телефонные времена, и кого из деревни выставить за богатыря, когда там деревня идет друг на друга, а эти богатыри выходят один на один. Но это лично мои представления о Сабантуе. Я предлагаю вот про этот большой, огромный праздник с огромной историей, с тысячелетней историей, чтобы упростить, сразу разбить там на разные блоки и посмотреть уже слова, разобрать слова, может, новые для нас, может, уже знакомые, в рамках этих блоков. Например, первый блок — это соревнование на силу, то есть испытание силой. Татарча айтабыз күш сынашу, то есть кто сильнее. Рима, а как дословно переводится слово «сынаш»? Сынау — это испытание, то есть любой тест, любой зачет в университете, любое испытание можно назвать сынау. Сынашу — это значит, не один человек испытывает свою силу, а вот они соревнуются в силе. Какие конкурсы сюда отнесем? Сила нужна, наверное, чтобы забраться на столб. Есть при этом
наверное, 2 столба, вот прямой и косой, где по ногой идти, а второй просто руками. Потом, мне кажется, наверное, силовой блок — это куряж, наверное. Ну, а что еще куряж? А потом еще есть бой где-то мешками, где-то подушками. Вот, это вот пока все, что я вспомнил. Ну и поедание шашлыка бесконечно — это силовое или ловкость, или куда это отнести? Да, в блок кэш мы относим борьбу на поясах, куряж. Еще можно отнести другие виды борьбы, другие состязания, например, кул кураши. Айнур, как ты думаешь, что значит кул кураши? Что это за вид спорта такой? Ну, это, видимо, армрестлинг. Да, это армрестлинг. Devam edeceğiz. Гэр кутару, то есть поднятие гири, подъем гири. Аркан тартшу. Это уже коллективные соревнования. Конечно, можно отнести более к веселой части, но если приз того стоит, то можно и серьезно отнестись к этому соревнованию. То есть состязаться уже со всей душой, а не ради смеха. То есть оркан тортышу — это тяга, ну вот перетягивание каната. Оркан — это канат. Перетягивание каната, да. Я забыла, да, перевести? Ага. А получается, гир — это гиря. Да. Прикольно. Гир. Еще раз, как канат? Аркан. Аркан тартышу. То есть оркан — это канат, а канат — это крыло. Слова как-то вот туда-сюда там полетели. Devam edeceğiz. А следующий блок у нас ловкость, скорость. Татарча geçeceğiz. Скорость у нас тизлек и житезлек. Житезлек — это жите значит ловкий, шустрый, все успевает. Что туда можно отнести? Какие соревнования, состязания? Например, я бы отнесла сюда от чабыша. То есть это все-таки соревнования на скорость, соревнования на ловкость. И еще по-татарски можем вспомнить здесь слово столок. Столок — мастерство. То есть это такой же вид спорта, как и куряж, который требует подготовки серьезной, может даже в течение целого года. Подготовки не только самого там всадника, ну, конечно же, коня. И вообще у татар очень много всего связанного даже на Сабантуе с конем, с этими скачками. Ты знаешь, кто на скачках получает больше всего внимания, больше всего подарков? Ну, наверное, кто победил? Или нет? Я тебя удивлю, на самом деле получает больше внимания и подарков как раз тот конь, та лошадка, которая приходит последний. Инксун локильганат, то есть конь, который приходит самым последним, получает больше всего внимания, больше всего подарков. В основном это полотенец, потому что обычно все женщины села бегут уже завешивать этого коня полотенцами, платками, потому что они считают, что из-за проигрыша, из-за того, что пришел последним, конь натурально плачет, и чтобы его успокаивать, поддерживать, они бегут к нему со всеми подарками. То есть официальный подарок, естественно, получает первый всадник, номер 1, который пришел первым, получают те, которые заняли первые места, а вот больше всего внимания, вот такой любви, поддержки получает вот последний конь. Потому что всем понятно, что обидно и тому, кто проиграл, а еще народ считает, что обидно и коню тоже. Кстати, вот эти вот страсти, вот эти вот какие-то интриги, какие-то эмоции и всадника, и вот всех этих соперников очень красочно описываются в сказке «Алмачуар» у Галимджана Ибрагимова. Я очень рекомендую тебе почитать, чтобы хотя бы окунуться в такую аутентичную атмосферу Сабантуи. Пойдем дальше. Я могу очень много рассказывать. Очень долго рассказывать про коней. Пойдем дальше. Что у нас на ловкость, скорость? Су-ташу. Назови это на русском. Носить воду. Су — вода, тошу — носить. Да. На чем таскают воду? Киянте — это коромысло. Да, Айнор, прям 5 сегодня, прям за знание нового слова. Киянте, коромысло, то есть в основном девушки соревнуются с коромыслами, кто быстрее прибежит с полными ведрами воды. Для чего устраивается это соревнование, как думаешь? Типа какая-то... Ну, мне кажется, это какой-то прикол с килинками. И что-то вот с этим связано. Потому что еще есть на свадьбе такая традиция суюла, когда невеста тоже несет киентеда и бидресу.
И кибидрасу. Обожаю диалектизмы. Можем сказать и кашеляксу. Бедря тоже у нас восточный диалект. Привет. В чем смысл вот этого ношения воды? Какие там критерии оценки? Ну, кто быстрее, не вылет, наверное. Да, и если ни одна капля не упадет с ведра, значит, это очень хозяйственная, очень умелая девушка на свадьбе, невестка. То есть смотрим на это, аккуратная ли она, грациозная ли. И причем сильная. Вот любой человек, попробуйте взять там ведра по 10 литров, это 20 килограмм. И кьюэнта это как бы, не прям такая суперудобная вещь. Она там небольшой площади, на самом деле тяжело таскать воду так. Поэтому еще и сильная женщина. 12 литров. 12 литров. Значит, на 24. Да. Ну, это из-за того, что там с двух сторон это как-то нормально ощущается. И если, кстати, коромысло удобное, если оно там тебе не жмет, там не трет спину, нормально. Так, женихи заметили, да? Вот Римма вам сейчас рассказывает. Говорит, нормально ощущается, понимаете, на что она намекает? Говорит, я, если что, для меня, прям все ок. Не знаю, насколько сейчас для меня это ок, потому что я уже давно не таскала воду на коромыслах. А в детстве это было нормальное дело. Там, сегодня мы топим баню, будь добра, там, сегодня, не знаю, 10 раз там до водокачки и обратно. И это было нормально. Обычное дело. На сабантуе просто делаешь это в более нарядном виде. То есть на каждый же сабантуй обязательно надо надеть новое платье, новый наряд. Если я пойду на сабантуй в новом платье, интересно, нормально? Люди воспримут мое новое платье. Мне кажется, будешь гвоздем прям программу. Я буду той самой последней лошадью, надеюсь, у которой будет много внимания. Мне кажется, да. Тебе принесут и полотенце, и гирю, и все остальное. Так, давай продолжим. Да, гири гирю принесут по голове. Ладно, да, продолжим. Баганараману. Ты про это уже говорил. Баганараману — это лазить на столб. Есть два вида. То есть есть прямой столб, куда участник лазит за каким-то подарком, там обычно наверху, на верхушке, или, например, какие-то ичиги мужские, потому что в основном соревнуются ребята, или петух. Этот бедный петух, если еще жаркий день на сабантуй, он с утра и до первого победителя сидит там, страдает под солнцем, но обычно дочь знает, когда сабантуй, и быстрее накрывает всю поляну. Еще второй этот столб — это ауш барана, то есть столб под углом, под наклоном. Туда уже лезут без рук, то есть только на ногах, стоя на ногах. И этот столб, естественно, к концу уже сужается, уже трясется, вибрирует, и это очень сложно туда добраться, потому что с прямым столбом, что с этим столбом под наклоном, организаторы могут придумать всякие препятствия, очень всякие препятствия для участников. Например, прямой столб обычно намазывают или мылом, или маслом, чтобы лазить туда было не совсем просто. На то и называется, что это соревнование на ловкость, на сноровку, на скорость. И еще можно назвать такие не менее серьезные соревнования капших соши. Хотя второе название у него не слишком серьезное, его еще называют этешлер толаша. Это обычно мешки, забитые соломой. Участники сидят на круглом бревне и дубасят друг друга, пока один не слетит с бревна. Слететь очень там легко, потому что нельзя держаться руками, только ногами. То есть это на ловкость ног, а руки заняты этими мешками. Где-то усложняют это теперь тазиком воды, который стоит под бревно. То есть тот, кто свалился, может еще упасть в этот бассейн. Это были два блока, там более серьезных два блока на силу и на ловкость. Следующий, третий блок у нас развлечения. Кунгулящу. Какие есть развлечения на сабантуе, давай вспомним. Ты уже говорил, еда. Например, бошны котака тагып юзяк излерге, искать колечко. Потом есть такое, где надо горшок разбивать закрытыми глазами. Опасно, кстати, потому что человек с завязанными глазами может ударить по толпе людей. Концерт. Большая сцена, маленькая сцена. Там, смотри, какой сабантуй. Сразу видно, что ты городской, потому что в деревне одна сцена, и артист хоть большой, хоть маленький, все будут петь там.
показывать свои вокальные и танцевальные способности хореографические. И из веселых игр еще можно, как ты сказал? Ты сказал язык излял. То есть в катыке ищут обычно или кольцо, или в большинстве монетку. То есть тенке азлипс, тенке. Катык могут заменить еще мукой. То есть онда тенке излял. Онда тенке излял. То есть все равно это будет весело, когда участник поднимет голову и окажется весь в муке. Есть еще копща киеп егору, то есть бег в мешках. Есть бег с яйцом в ложке, то есть татарша это будет звучать. Кашыкка юмурка салып егору. Кашыкка юмурка куеп егору. То есть человек бежит, у него во рту ложка, а на ложке у него яйцо куриное. И, естественно, песни, пляски, жырлар, биюлер. И как вот это место, вот эта площадка, территория, где проходит сабантуй, все эти соревнования, все это мероприятие называется? Это слово, которого сейчас многие боятся, оно называется Майдан, площадь. Оно называется Мейдан. Да, и сабантуй Мейдана, Креш Мейдана. Мы, когда вызываем или победителей, или участников на само соревнование, или на награждение, без Мейданга шафрабас, то есть вызываем на площадь. Все действие основное происходит в этом Майдане, на этом Майдане, кроме, естественно, скачек. То есть обычно скачки проходят где-то рядом, но все равно чествуют их где-то рядом с Майданом. Мейданда. Оларны буляклилер. Айнур, я предлагаю, я буду тебе задавать вопросы, а ты, как всегда, будешь честно, красочно отвечать. Айнур, сен быйыл сабантуйда булдыңмы? Әйе, мин бүген сабантуйда булдым. Бик күп төрле анда конкурсларда катнаштым. Күбесендә җиңдем. Нинди конкурста катнаштың? Мин баганага мендем. Анда әтәшне алдым да бергә төштек. Әтәшне алып киттем. Хәзер менә бергә яшибез. Аннан соң мин капчыклар белән сугыштым, баганада утырып. Анда да җиңдем. Аннан соң мин авызыма кашык тыгып, кашыкка күкәй салып, шулай йөгердем. Анда да җиңдем. Капчык киеп тә сикереп җиңдем. Һәр катнашкан конкурста җиңдем, не? Шундый мин җиңүче егет. Айнур, сен көрәштә катнашканың бармы? Әйе, әлбәттә, мин бу сабантуйда катнашмадым, әмма 2013 елда универсиада вакытында мин катнаштым көрәштә. Анда Мирный поселокта сабантуй булган иде. Һәм мин анда, кстати, Миниханов белән таныштым. Һәм менә көрәштә катнаштым. Мин инде Миниханов белән көрәшкәнсең дип аңладым. Юк. Сине бүген дәрес башында ук Айнур Батыр дип атыйсы калган. Чөнки сабантуйда көрәштә катнашкан егетләрне гадәттә Батыр дибез, ә победителя называют Сабантуй Батыр. Ягъни Батыр Сабантуй. Ошибок практически нет. Ты просто напомнил, что у слова юморка есть еще синоним кукей. То есть где-то называют его кукей, как раз вот говорят кошыкка кукей салып йөгерү, а где-то называют юморка. Кошыкка юморка салып йөгерү. Это здорово, что есть разные варианты. На этом все. Еще больше вы можете найти нас на Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Инстаграме. Подписывайтесь на наши соцсети и изучайте татарский язык в легком ежедневном формате. С вами были ведущие подкаста Римма. Айнур. Рәхмәт, дуслар, сау булыгыз, сабантуйларда җиңегез. Сәләмәт булыгыз. Әйдә подкаст. Учим татарский.